В Ухтинском университете завершился проект «Университетские смены» – бесплатный лагерь отдыха при вузе для детей из Донбасса. Более сотни ребят за 2 смены весело, используя, отдохнули в «Жемчужине Севера». Как это было, узнала Виктория Науменко. Познавательные лекции по истории и философии от университетских преподавателей, походы в музей, кванториум, скалодром и новый планетарий, мастер-классы по танцам, рисование песком, знакомство с историей Ухты, Республики Коми. Запоминающимся для ребят из Донбасса был каждый день университетской смены. Посмотрите, изображение Федора Савельевича Придунова. Это был рудознатец, да, и мы с вами говорим об истории 18 века. В программе каждой смены 80 образовательных часов, 16 на досуг и 8 на гостеприимство. А еще были комфортные поездки до Ухты и обратно в отдельном вагоне, пятиразовое питание и просто небывалое везение с погодой. В течение обеих смен в «Жемчужине Севера» стояло настоящее южное лето. Первая смена у нас была с 1 августа по 10 августа. К нам приехало 34 ребенка из Донецкой Народной Республики. Это город Торез и город Макеевка. Было с ними 3 сопровождающих со 100 отправляющей стороны. И вторая смена, где уже заезд был у нас намного больше, это было 83 ребенка. Это город Донецк, Макеевка, Кировская и другие города тоже. Эта смена у нас проходила тоже в течение 10 дней. Короткий срок каждой смены стал единственным недостатком. Уезжали ребята почти со слезами, делятся организаторы. Многие за 10 дней успели найти новых друзей, полюбить незнакомый город и даже принять участие в праздновании его 93-го дня рождения. Пережитые вместе яркие эмоции всегда сближают, а их у ребят было достаточно. Во многом у нас было очень много мероприятий, таких как танцы, мы готовили разнообразные номера. Также нас водили по достопримечательностям города, таких как технопарк, что там еще, музей краеведческий. Это было очень интересное мероприятие, как по мне. Ведь нам очень важно знать историю нашей будущей страны, как мне кажется. Я считаю, что, наверное, это часть Российской Федерации. Технопарк. Это меня во многом впечатлило уровень развития людей, детей. Впрочем, вполне возможно, что в Ухту некоторые из этих ребят еще вернутся на более долгий срок. Учиться в Ухтинском государственном техническом университете. Профориентационная часть, естественно, была. У нас ребята старших классов, которые как один из вариантов рассматривают поступление в Ухтинский государственный технический университет. Также у нас перед этим проходила смена, и там 10 человек сказали, что в следующем году обязательно к нам приедут. Пилотный проект «Университетские смены» в УГТУ успешно запущен, считают организаторы. Есть вероятность сформировать такой же лагерь отдыха следующим летом, а также продолжать сотрудничество в течение учебного года и даже принимать смены в осенние и зимние каникулы. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.